Почти 2 часа бурного обсуждения лишь одного вопроса, когда на повестке дня отчет об исполнении республиканского бюджета за 2014 год, такой хронометраж вовсе не удивителен. За трибуной замминистра финансов Казбек Дзалаев. Один из самых внимательных слушателей его выступления – Тамерлан Агузаров. Основной акцент Дзалаев делает на неэффективности исполнения главного финансового документа республики. Расходы исполнены лишь на 90%. Самый низкий процент реализации у Министерств строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, Комитета дорожного хозяйства и ряда других ведомств. Говорят, в некоторых случаях освоить деньги просто не успели. При этом в прошедшем году доходная часть бюджета не досчиталась налогов на 900 миллионов рублей. Что производство алкогольной продукции и, соответственно, поступление акцизов в республиканскую казну уменьшилось по, скажем так, водке с 415 до 109 миллионов рублей. Соответственно, адекватно и снизился объем производства. Кроме этого, неисполнение прогнозных поступлений от акцизов по нефтепродуктам. Тратили же деньги в основном на реализацию госпрограмм. На это ушло чуть более 20 миллиардов. Затем ставшие привычными данные. В режиме дефицита бюджет действует 10 лет. За это время госдолг достиг 8,5 миллиардов рублей. В большинстве случаев нехватку средств компенсировали грабительскими коммерческими кредитами, порой под 24% годовых. Сейчас банкам республика должна более 4 миллиардов рублей. Но большинство вопросов депутатов не по цифрам, а по конкретным объектам. Почему не построили детские спортплощадки и куда делись деньги, которые на них выделили? Ответ: сейчас вопрос решают правоохранительные органы. Где взять деньги на июньскую зарплату и отпускные? Сейчас на это нужно более 1,5 миллиардов. Замминистра заверяет, без зарплат люди не останутся. Ставя финальную точку в затянувшемся обсуждении, за трибуну выходит временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Тамерлан Агузаров. Первым делом он требует, чтобы в следующий раз перед депутатами отчитывалась лично министр Царева, а не ее заместители. Ситуация тяжелая, говорит Агузаров. В условиях кризиса без изыскания скрытых внутренних резервов республике не выжить. Есть предложение, допустим, повысить арендную плату. Сегодня она составляет в республике 1000 рублей. Но даже эти 1000 рублей никто практически не платит. Зато в субаренду землю дают и получается 10-12 тысяч рублей. Ну что, этого не видно? Но сегодня, я же говорю, если мы не обратим внимание на наши рынки, которые платят в год деньги в бюджет республики, Викалина 4 миллиона рублей. Нормальная цифра. Зеленый рынок 3 миллиона рублей. Нормальная цифра. Причем зачастую владельцы земель те же самые депутаты. Поэтому Агузаров призвал начать с самих себя, а затем предложил правительству планировать в будущем бюджет только совместно с парламентом и другими заинтересованными ведомствами. В целом же отчет о бюджете, несмотря на общую неудовлетворительную оценку, депутаты решили принять, а в дальнейшем устранять все недочеты. Еще один важный вопрос – работа фонда медстрахования и возможная оптимизация сферы здравоохранения. Есть необходимость сократить коечный фонд, отмечает вриомминистра Таймураз Ривазов. Простаивающие койки приводят к существенным убыткам. За год потеряли свыше 100 миллионов рублей. Кроме того, нет преемственности между поликлиниками и больницами. Ну и главный вопрос от депутатов. Когда же в республике, казалось бы, бесплатная медицина и больных, наконец, не будут заставлять самих покупать лекарства? Ривазов подчеркнул, во всем виноват пресловутый человеческий фактор. В РКБ, например, со сменой главврача эта проблема стала решаться. Яна Гайгиева, Заурцеов, Осетия ТВ.